И наши основные пациенты, в основном зимой, это лыжники. Почему получают они травму? Потому что неправильная подготовка, экипировка, вот это все играет роль. У них основные жалобы на коленный сустав. Часто страдает коленный сустав, а именно связки. Там есть крестообразные связки и боковые связки, вот они в основном и страдают. Также и мениски. Частая причина этих травм – это ботинки не растягиваются. Потому что неправильно подобрали размеры, нагрузку неправильно подобрали, вот, неправильная экипировка, вот это тоже немаловажную роль играет. И сноуборд, конечно же. Как вы знаете, сноуборд, ноги фиксированы. Фиксированы, в отличие от лыжников, они не растягиваются. При падении травма неизбежна. Конечно, если же вовремя не оказать первую помощь и не обратиться к специалистам, это, да, может привести к значительным последствиям. Из-за несвоевременного восстановления связок могут в коленном, допустим, суставе могут развиться артроз, как вы знаете, ограничения, тугоподвижность, конечно, хроматония. Во-первых, опять же, экипировка, правильно подобранная одежда. В лыжных базах много можно увидеть, как люди катаются в джинсах, в длинных куртках. Правильная обувь, размеры подходящие, правильная тренировка, потому что многие идут и сами же начинают учиться, или же учат те, которые чуть-чуть научились. Они стараются сразу же встать на ноги, это вот ошибка их. И если в болевом состоянии, если шоковое состояние, то они могут просто встать на ноги и дальше продолжить это, кататься. Симптомы появляются только минимум через 2-3 часа. Это вот отек, гематома, это все. Поэтому, если вы упали, катаясь на лыжах, упали, не торопитесь встать на ноги, просто надо оценить ситуацию, каково состояние конечностей, суставов, подвигали. Если все безболезненно, то, конечно, можно уже встать и уже спуститься. В первую очередь нужно все равно обратиться в травмпункт и проконсультироваться с врачом.